Юбилей Покровской детской школы искусств, открытие нового зала борьбы в селе Ой и пункта плетения маскировочных сетей в городе Покровске, работа филиала ЖКХ и ситуация на трассе УМНАС в период низких температур. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. «65 лет учебы, дружбы и творчества». Свой юбилей отметила Покровская детская школа искусств. Данное образовательное учреждение входит в пятерку лучших детских школ искусств Якутии. Впервые свои двери учреждение распахнуло в августе 1958 года. Инициатором открытия и первым директором стал Петр Костарев, который прибыл по направлению в якутский поселок Покровск с Новосибирской области. Первым отделением, которое начало набор учеников, стало отделение народных инструментов. В то время был особо популярен баян. Все в то время, естественно, все хотели быть баянистами. Все играли, и аккомпанировали, и певцам, и все только на баяне. Потому что фортепиано же в деревне не потащишь, а таких инструментов практически не было нигде. В деревнях тоже не было, там гармошки, да вот. Баянисты, они ценились в то время. Первые дни работы школы искусств и практически все этапы его развития застал Владимир Костарев, сын первого директора. С 1973 года он продолжает дело отца и по сей день обучает подрастающее поколение игре на баяне. Мода на него прошла, сейчас больше идут, конечно, всем нужна гитара, всем нужны синтезаторы. Может быть, на духовые даже. Раньше, если духовые не очень, так сказать, то теперь на духовые очень хорошо идут дети. На скрипку хорошо дети идут, на фортепиано, потому что клавишный инструмент. А баян это чисто народный инструмент, поэтому как-то к нему уже охладели, что ли. Хоть этот инструмент везде, один баян заменяет полностью оркестр. Одним из опытнейших преподавателей с 50-летним стажем также является Галина Рахимова. Ее инструмент – королева оркестра «Скрипка». Как педагог старой закалки, она убеждена, что музыкальное образование – это больше, чем просто игра на инструменте. Кто учится музыке, они в школе хорошо, всегда учатся. Вот моих этих учеников возьми, они все отличники, хорошисты, всегда хорошо. Они не могут так, чтобы не сделать уроки. Если что-то не понимают, они постараются все это справиться с этим, потому что у них воспитание такое. На скрипке учим, и все. Обязательно должны добиться, обязательно сделать. Взяли пьеску, обязательно нужно все использовать, чтобы он смог эту пьесу сыграть. Помимо баяна и скрипки, в Покровской детской школе искусств также обучают хореографии, пению, игре на фортепиано и духовых инструментах. Также с недавних пор практикуется игра на якутской скрипке кырымпа. Сейчас музыкальное образование в школе получают порядка 280 детей школьного возраста. Сегодня на сцене выступят наши самые яркие звезды. Покровская детская школа искусств активно участвует в культурной жизни не только своего города, района, но и республики. И в 2023 году была признана лучшим учреждением дополнительного образования детей по реализации проекта «Музыка для всех». И сейчас входит в пятерку лучших детских школ искусств республики. В республике находится 65 детских школ искусств, 67 филиалов. Вот из них 5-е место занимает Покровская детская школа искусств. Почему 5-е место? Потому что в городе Якутске находится 4 школы, и вот сразу идет Покровская. Из районных она первая? Из районных она первая, да. В честь 65-летнего юбилея в здании школы состоялся торжественный вечер с музыкальными номерами от учащихся и выпускников и с награждением ветеранов и педагогов учреждения. В этот вечер прозвучало много теплых слов и пожеланий, но главная мысль была одна – искусство способно изменить мир к лучшему. В селе Ой накануне Нового года открыли зал борьбы, который своими силами построили местные жители. Этот зал стал не только местом для занятий спортом, но и символом единства и силы сообщества. О необходимости строительства зала борьбы впервые зашла речь в 2016 году. Тогда с предложением выступили преподаватели филиала ДЮСШ района. Наследная администрация пошла навстречу и определила участок под будущий спортивный объект прямо в центре села, рядом с теннисным залом. Первый вклад в строительство внесли участники первенства по хапсагаю среди поселений республики в рамках общественного объединения «Проект Наслег», который проводился в 2018 году. Тогда команда Немигюнского наслега стала победителем. И вот
суперприз был автомобиль УАЗ микроавтобус. Вот так да. Распорядились мы вот, сообща, 7 нашлегом решили так продать и средства вырученные вот, ну, для постройки этого зала. Строительство зала шло потихоньку народными силами. В 2023 году объект довел до ума депутат Алиш Мамедов. Он помог не только материалами, но и финансами, оплатил услуги подрядных организаций. Он обещал, давай закончим до Нового года. И он свою лепту, вот, видишь, все, он оклад сделал, этот пол настил и это. Все, очень много он сделал. Новый зал борьбы занимает площадь 280 квадратных метров, имеет каркасный тип здания и построен из сэндвич-панелей. На полу постелен качественный мат для юных борцов, который подарил министр спорта Якутии Леонид Спиридонов. Открытие зала борьбы стало важным событием для всего села, объединившим жителей вокруг общей цели – создания условий для здорового образа жизни детей. Местные дети уже начали заниматься в новом зале и получают большое удовольствие от занятий. В городе Покровске домохозяйка открыла пункт плетения маскировочных сетей для нужд участников СВО. Общественно полезным делом решила заняться покровчанка Елена Сальченко. Она нашла свободное помещение в здании бывшего районного суда, вышла на волонтеров движения «Боевые шелкопряды» в Якутске, которые предоставили ей специальную ткань для маскировочных сетей «Спанбонд». Район тоже не остался в стороне и предоставил 3 деревянные стойки для плетения. Сейчас Елена ищет единомышленников, которые бы вместе с ней на общественных началах могли плести сети. Уже поступают звонки и сообщения с желанием поддержать инициативу. Давно хотелось чем-то заняться, чем-то полезным, какой-то толк приносить. Да? Начала просто гуглить, как делаются эти сети, и поняла, что в одиночку это невозможно сделать, потому что материалы у нас не продаются такие, это специальные нужны. Да? Технологии тоже нужно обучиться. И вот нашла представительство в Якутске. Съездила к нему, обучилась и думаю, что мы сможем в Покровске то же самое сделать. Было бы хорошо постоянно человек 5 хотя бы, чтобы были, да. А вообще мы еще ничего не знаем. Не можем пока сказать, сколько должно быть человек, сколько, потому что мы только первый день начали. Практически несколько часов только открыто. Но я думаю, чем больше, тем лучше. Проверку низкими температурами в эти дни проходят коммунальные службы Якутии. Так, в Хангаласском Улусе еще накануне Нового года местный филиал ГУП ЖКХ перешел на усиленный режим работы. В кадре помещение аварийно-диспетчерской службы Хангаласского филиала ГУП ЖКХ. Здесь везде установлены мониторы, на одном из которых можно даже увидеть обстановку на всех котельных города Покровска. Температура, давление, работу котлов и так далее. Да, хорошо, я проверю и вам перезвоню. Новогодние дни диспетчеры работали без выходных 24/7, сменяя друг друга, чтобы не упустить, как они сами говорят, внештатную ситуацию. Эти праздники у нас прошли относительно спокойно, хотя были нештатные ситуации, инциденты были. Кочекаться нас маленько полихорадило, котельная. Там с наводкой поработали, в принципе, и здесь со спецтехникой были проблемы, а так все хорошо у нас прошло. Схема оповещения у нас была поставлена грамотно, аварийные бригады выходили, и народ фактически не заметил этого. Так что я считаю, что эти праздники прошли очень спокойно. Усиленный режим работы продолжается и после праздников. Сейчас установились экстремально низкие температуры, и все 43 котельные района, которые обслуживает филиал ГУП ЖКХ, находятся под пристальным наблюдением. Напомним, из них 23 котельные работают на газу, 19 на угле и 1 на нефти. В этом году планируем завести 22,5 тысяч тонн угля, которые мы должны обеспечить до апреля месяца. В данный момент завезено 2,5 тысяч тонн, которые составляют от общего завоза 10%. Также в целях предотвращения аварийных ситуаций филиалом ГУП ЖКХ сформировано 4 ремонтно-восстановительные бригады, предусмотрено 8 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.
Низкие температуры создают в эти дни ряд сложностей и для автомобилистов. Водителям рекомендуется выбирать скорость транспортного средства с учетом дорожной обстановки и погодных условий, соблюдать дистанцию, выполнять обгон, только убедившись в безопасности. В целом на территории Улуса идет спад основных показателей ДТП. Так, за 2023 год зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, что аналогично 2022 году. При этом сократилось число раненых в результате ДТП на 40%. Также в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано в 3 раза меньше ДТП, чем в 2022 году. На территории района сохраняются 50-градусные морозы. Местами сильный, густой, непроницаемый туман в утреннее и особенно вечернее время. Просьба всем участникам дорожного движения выбирать предельно допустимую максимальную разумную скорость движения. Выбирать безопасную скорость до впереди едущего автомобиля. Также не забываем пристегивать ремнями безопасности себя и своих пассажиров. Также, если в салоне автомобиля имеются малолетние пассажиры, обязательно использование детского удерживающего устройства.